Тере. В предыдущих видео мы с вами уже учились говорить первый этаж на первом этаже, второй этаж на втором этаже и так далее. Теперь научимся говорить 1 мая, 1 мая, 2 мая, 2 мая и так далее. Посмотрим, как будет первый этаж и на первом этаже. Esimene korrus, esimesel korrusel. 1 мая, 1 мая. Esimene mai, esimesel mail. Можно сделать легко вывод, что для того, чтобы сказать, какого числа происходит какое-либо событие, надо это число поставить во второй падеж омастов и прибавить окончание. То же самое происходит и с названием месяца. Берем esimene, ставим в омастов, получаем esimese, добавляем l, получаем esimesel. Ja esimesel mail, потому что то же самое мы сделали и со словом май. Май плюс l, mail. На примерах посмотрим. Вы хотите сказать: встретимся 2 февраля. Kohtume 2. veebruaril. Или я приду 3 марта. Ma tulen 3. märtsil. И не забудьте, что когда речь идет только о месяце и не указывается конкретное число, то есть вы хотите сказать в январе, не 1 января, а в феврале, а не 2 февраля, то к названию месяца прибавляется окончание «с». Встретимся в феврале. Kohtume veebruaris. Я приду в марте. Ma tulen märtsis. Ну, а теперь давайте посмотрим, как сказать с какого-то числа до какого-то числа. Или с какого-то месяца до какого-то месяца. Допустим, вы хотите сказать с 1 до 5. Получается esimesest viiendani. С мая до мая. Maist maini. То есть вы к первому слову прибавляете окончание st, а ко второму окончание ни. Esimesest viiendani. И очень важно, не забывайте о ловушке, о правиле, помните, со смешным названием с заносом Нина Така, когда числительное, порядковое, стоит перед словом в одном из падежей, вот этом Нина Тага, то падежное окончание к числительному не прибавляется. Числительное остается во втором падеже омастов. То есть, допустим, esimesest viiendani. Значит, здесь мы st и ни добавляем. И maist maini. С мая по май мы тоже добавляем st и ни. А когда мы говорим esimesest maist viienda maini, то здесь мы уже, видите, к viienda мы не добавляем ни, а оставляем только ни у последнего слова. А в первом случае, то есть esimesest maist, здесь другое правило, st не входит в правило заносом Нина Така. И здесь мы ставим и у числительного,
и у существительного окончания «ст». Давайте посмотрим на примере. Вы хотите сказать: мы открыты с 3 мая до 31 мая. И тогда вы говорите на эстонском языке oleme avatud 3. maist 31. maini. Видите, к esimese мы не добавили ни. Или вы хотите сказать, что доктор принимает с 4 июня до 26 июня. Тогда вы говорите: доктор võtab vastu 4. juunist 26. juunini. Заметили, где стоит окончание у числительного, а где нет. Надеюсь, что это была не самая сложная тема в эстонском языке, и вы наверняка справитесь с ней. Вам всего доброго, учите язык, ведь он того стоит. Nägemist ja kohtumiseni!